Программа финансового оздоровления скотоводческих хозяйств в Якутии. Стать ее участником станет проще. Перепись 2020. Регистраторы в Якутии обойдут и проверят тысячи адресов. Оптимизация в Валданском театре юного зрителя. ТЮЗ получит статус юридического лица. Здравствуйте! В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Критерии для участников программы финансового оздоровления скотоводческих хозяйств упростят с 2020 года для развития сельского хозяйства региона. Если сегодня их количество для организованных хозяйств по требованию программы составляет 100 голов, то уже со следующего года помощь будет оказываться и предприятиям, у которых есть 25 дойных коров. По предварительному подсчету это около 10% поголовья в Якутии. По всей России идет подготовка к переписи 2020. Не остается в стороне и наша республика. В течение всего августа регистраторы в Якутии должны обойти и проверить более 200 тысяч адресов, из которых более 46 тысяч в Якутске. Уполномоченные сотрудники осуществляют обход не только жилых кварталов, но и садово-огороднических участков, отдельно стоящих строений. Все территории Якутии поделена на регистрационные участки, и задача регистраторов – обойти их и сверить с маршрутным листом. Вся эта работа нужна для того, чтобы в следующем году переписчики шли по заранее выверенным маршрутам и адресам, где проживает население. Работает республиканская переписная комиссия. В каждом муниципальном районе созданы также районные переписные комиссии. Основная задача подготовки к переписи – это составление полной базы адресов, где проживает или где может проживать население. И этому и была посвящена работа, начиная с 2018 года, которая продолжается сейчас и которая будет вестись до самого начала переписи населения. В преддверии Дня шахтера в Нерюнгринском районе шахта Денисовская отмечает важное производственное событие. С начала года добыта 1 миллионная тонна угля. Комплекс был запущен в эксплуатацию в декабре 2018 года. Подробности в материале Екатерины Павловой. Компания «Колмар» активно развивает производство с целью выхода на лидирующие позиции на мировом рынке угледобывающей промышленности. В конце 2018 года шахта Денисовская получила новый толчок в развитии. Завершился монтаж оборудования для лавы, очистной выработки длиной в 300 метров, предназначенной для подземной добычи угля. Комплекс полностью автоматизирован, а значит безопасен и может работать дистанционно. Управление системами осуществляется из кабины оператора, где на многочисленных компьютерах отслеживаются показатели, отвечающие за состояние оборудования и технических процессов. А высокоскоростной интернет обеспечивает бесперебойную связь с центральным пультом управления на поверхности. Такого типа очистного комплекса на сегодняшний день нету даже на территории Российской Федерации. Это единственный комплекс, самый современный, самый, скажем, механизированный, полностью напичканный электроникой, видеонаблюдением, позволяющий добиваться самых высоких результатов, к которым наш коллектив и стремится для того, чтобы выполнять годовую производственную программу по компании «Колмар» в целом. На текущий год по компании «Колмар» планируется добыть практически 10 миллионов тонн угля. Такая модернизация предприятий – это не только выход на новые производственные показатели, но и улучшение условий труда для сотрудников. В первую очередь за этими цифрами стоит слаженность работы коллектива. У нас коллектив молодой, но каждый с ответственностью подошел к этому вопросу и показал, на что он способен. Результат – 1 миллион тонн угля. Это раз. Руководство шахты Денисовская. Спасибо им большое. Они организационными вопросами занимались. И благодаря им участковые ШТ, проходки. Все заинтересованы были. Все, благодаря всем добыто это 1 миллионная тонна. Не только мы. Спасибо нашим инвесторам, которые нам суперкомплекс дали, мощный, современный. Это очень супер механическая крепь, конвейера, все супер. На таком можно давать и больше, и будем стремиться к лучшему. Поэтому 1 миллион тонн, я думаю, до конца года еще один выдадим. Техника и труд – все перетрут. И итогом слаженной работы подземного монстра и ответственного трудового коллектива становятся внушительные производственные показатели. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.
В Якутии появятся свои реставраторы. В этом году набор на новую специальность открылся в Якутском художественном училище. 5 бюджетных мест выделены для желающих освоить профессию реставратора. Однако абитуриентов, подавших документы на новое отделение, в разы больше. Конкурс 3 человека на место. В Якутии около 2000 памятников архитектуры и зодчества, многие из которых нуждаются в реставрации и в художественном училище. Уверены, что их выпускники без работы не останутся. Уже сейчас училище заключило договор с компанией «Уран Дизайн», которая занимается реставрацией памятников и станет главным работодателем для будущих выпускников. Наряду с реставраторами в этом году ведется набор на специальности живопись, дизайн, народные промыслы и прикладное искусство. Реставрация заключает 30 направлений. Это вот не только стекло, бетон, не только там по железу, да, и так далее. Видов реставрации очень много направлений, да. Поэтому мы постепенно будем набирать и другие направления, не только дерево, да, деревянное зодчество, а вот очень много памятников связанных с бетоном, с камнем, да, которые подлежат реставрации, да. Оптимизация в сфере культуры принесет Алданскому театру юного зрителя новые перспективы. На волне перемен ТЮЗ получит статус юридического лица и поплывет покорять новые горизонты в ранге профессионального театра, рассказывает Руслан Павлов. Оптимизацию в сфере культуры воспринимают по-разному. Кто-то ждет сокращений, кто-то перераспределения полномочий. Что в итоге произойдет и как будет выглядеть структура после оптимизации, на местах пока не знают. Но верховные чиновники не раз заявляли в СМИ, что ни одно бюджетное учреждение не будет закрыто. Нет, мы же не говорим о количестве тех людей, которые работают на сцене. Да, у нас вот в Якутии 11 театров. Ну, театральное учреждение, 10 театров и один вроде театрально-зрелищное учреждение, театр эстрады. Является ли он театром? Каноном, да? Это еще спор, но тем не менее у нас 11 учреждений получает финансирование из бюджета нашей республики. Я же говорю о том, что ты же, сам сказал, да, культуры много не бывает или мало не бывает, артистов мало не бывает. Мы поддерживаем наш талант. У нас республика много вкладывает в то, чтобы у нас было и хоровое направление, чтобы и эстрадное направление, драматическое искусство. В Алданском театре юного зрителя оптимизацию ждут с нетерпением. В результате организационно-штатных изменений ТЮЗ будет выведен из структуры городского центра культурного развития с получением статуса самостоятельного юридического лица. При этом его учредителем по-прежнему будет оставаться администрация города. Пока мы с большим волнением, конечно, ожидаем хороших изменений. Мы ожидаем увеличения штатного расписания, что повлечет за собой приезд, приглашение новых артистов, новых лиц. В этой связи вырастет репертуар. В общем, возможности увеличатся кратно. Мы очень ждем получения статуса юридического лица для того, чтобы участвовать в разных федеральных программах, в разных республиканских программах, что повлечет за собой увеличение финансирования. Идея о театре как самостоятельной хозяйствующей единицы давно созрела и перезрела. Она родилась еще в начале 90-х. Именно тогда всерьез заговорили о народном театре. Нам говорят о том, что мы станем профессиональным театром. Это мечта десятилетий театра, когда мы вышли из стен Дома культуры и перешли в маленький подвал, потом в это большое здание. И мы уже давным-давно работаем как муниципальный театр. Как ни странно, но именно оптимизация помогла коллективу ТЮЗа воплотить давние мечты в реальность и пуститься в открытое плавание по волнам творчества и музы. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Специалисты Роспотребнадзора посетили детский рекреационный лагерь в Якутске. На этот раз не с проверкой, а чтобы провести творческие занятия и подвести итоги конкурса рисунков. В загородном лагере «Виктория» ведомство 3-й год организует конкурс рисунков на тему чистоты и здоровья. А что касается соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, то за лето специалисты провели порядка 300 проверок. Исследовали пробы пищевых продуктов, воды и условия пребывания детей в учреждениях. В 270 лагерях были выявлены нарушения, которые устранены. Отмечу, что сегодня в Якутске продолжают работу 6 загородных лагерей. Этот сезон у нас проходит в целом стабильно. Все лагеря, которые открывались в республике, они все получили санэпидзаключение.
нарушителям были применены меры административного воздействия в виде штрафов. В целом нами наложено штрафов на общую сумму более 800 тысяч рублей. Ну а дети работников Айхала в течение 2 сезонов площадки «Юникс» смогли отдохнуть этим летом. Оксана Мезенцева с подробностями. 240 ребят отдохнули на детской площадке «Юникс» в Айхале за 2 сезона. Путевка работника Малроса обошлась в 6870 рублей. Расходы взяла на себя компания. Родительский взнос составил порядка 20%. Площадку ребята посещали 6 дней в неделю. Работали с детьми педагоги айхальских школ, помогали вожатые. Распорядок дня включал тихий час и 3-разовое питание. Дети в основном, возраст у нас от 6 до 9 лет, 2-й год подряд. То есть это дети, которые пойдут в 1 класс, и дети, которые пойдут в 4 класс. Многие ребята отдыхали в лагере не в первый раз. Довольные родители приобретают путевки ежегодно. Недождливое лето позволило провести многие мероприятия на улице. Большое внимание уделили популяризации спорта. Так воспитанники детской площадки и 1 и 2 сезонов стали участниками детских Олимпийских игр. Соревновались в разных дисциплинах. В личном зачете были определены победители и призеры. Мне нравится этот лагерь. В нем самое лучшее – это вкусно готовят. Хорошо рисовать можно. Всякие соревнования хорошие и многое другое полезного. Чтобы отдыхать ребятам было интересно, для детей организовывали кинопросмотры и походы в плавательный бассейн, экскурсии по предприятиям поселка. Побывали воспитанники детской площадки в пожарной части, местном музее и отделении полиции. 2-й сезон прошел в театральной тематике. День театра провели на сцене. Отряды показывали спектакли, подготовили афиши. Участниками театрального шоу стали 100 человек. Конечно же, этот год у нас год театра, поэтому мы не смогли пройти мимо и выбрали именно планету театра для того, чтобы ребят познакомить с правилами поведения в театре, все-таки с культурой поведения. И, конечно же, познакомить их и приобщить их к литературе, к замечательным детским произведениям, как Виктора Драгунского, также и замечательным сценкам Ералаша, который учит их добру. Следили за здоровьем отдыхающих 2 медика. Они посчитали, насколько каждый ребенок вырос и поправился за смену. В летнем лагере было все необходимое для полноценного отдыха детей. Спальные комнаты. Если на улице дождь, ребят занимали в здании. Можно было поиграть в шашки, шахматы или настольный теннис. В распорядке дня были утренняя гимнастика, занятия физкультурой и спортом, отрядные прогулки. Оксана Мезенцева, Дмитрий Храмкин, Денис Хазов, телеканал «Алмазный край». Оставайтесь с нами, мы следим за развитием событий. Еще больше информации на наших сайтах як24.ru, nvk-online.ru.